Уникальное транспортное сооружение «Ленский мост». Он позволит создать не просто мощный транспортный узел, но и обеспечит круглогодичную транспортную доступность. А экономическое развитие коснется не только Якутии, но и всего макрорегиона. Генеральным проектировщиком Ленского моста является Институт Гипростроймост Санкт-Петербург. О задачах, которые предстоит решить специалистам, мы поговорили с главным инженером проекта Артемом Николаевым. Артем Александрович, здравствуйте. Добрый день. Ленский мост представляет собой трехпилонную вантовую систему с балочными эстакадами на подходах. Поражают, конечно, габариты. Общая транспортная инфраструктура составит 15 километров, ну а в высоту центральный пилон и вовсе составляет около 300 метров. Два боковых пилона по 182. Почему в основу Ленского моста легла именно трехпилонная вантовая система? В чем уникальность такого подхода? Эта система легла, это когда мы начинали работать над этим мостом, вот именно в этом виде, то есть это 2012 год был, и пришли к тому, что надо минимизировать количество опор в акватории. Таким образом, у нас остались варианты это вантовые и висячие. Но висячий мост в связи с определенными сложностями конструктивными, то есть его под две полосы не сделать. Его надо было делать по 4 полосы, и там у него сразу там расходы увеличиваются значительно металлоконструкций. Поэтому от этого моста мы ушли, пришли в пользу трехпилонного. При этом у нас был вариант и двухпилонный, то есть с пролетом 1100 метров, то есть аналог моста на остров Русский. Но он тоже проигрывал этому варианту, потому что там появлялись в боковых пролетах ряд опор в акватории, промежуточных маленьких, которых нам не хотелось иметь. А так вот данная конструкция, она вызвана в первую очередь тем, что нужны максимально большие пролеты. Мы вот максимально большие пролеты и сделали, то есть которые центральные вот эти два по 840 метров, боковые по 300. А высота пилона, она конструктивна, то есть мы не гнались за высотой. То есть у нас есть подмостовой габарит, гастированный 17 метров. У нас есть колебания уровня реки, которое составляет там порядка 10 метров. То есть от зимнего там, до летнего. Поэтому отсюда такой габарит и появился. Мост у нас, вот вантовая часть центральная, которая представлена на макете, то есть это порядка 2,5 километров. Так мост порядка 5,5 километров через реку, включая там, пойменную часть на правом берегу. А общая длина трассы порядка 15 километров, там 14,7. То есть она начинается на подъезде к селу Старая Табага от существующей дороги, Табагинская трасса. Она уходит влево, пересекает протоку Табагинскую в двух местах. И, соответственно, выходит на берег реки и пересекает, соответственно, Лену. Дальше там на правом берегу там Хаптагайские протоки. Проходит мимо села Хаптагай и выходит на трассу Лена. А для Якутии это будет, естественно, что это будет такой вот, как бы, серьезный проект, там, и который не с чем сравнивать, наверное, будет в ближайшие там, десятилетия. Ленский мост должен выдержать не только вес движущихся по нему автомобилей, но и ледовую обстановку, например, в весеннее время, во время половодья. Как Ленский мост будет справляться со всем этим? Мы проводили транспортно-экономические изыскания. Мост мы проектировали на почти 7 тысяч физических единиц в сутки. То есть это порядка 9 тысяч приведенных, но это больше такая расчетный показатель. 7 тысяч это физических единиц. То есть там в большей степени там грузовой транспорт идет, и легковой тоже. И в принципе сама вот эта конструкция, она с точки зрения восприятия ледовых нагрузок в момент весеннего ледохода, она является наиболее оптимальной, потому что у нас масса пилона огромная, особенно центрального, и ледовые нагрузки, которые на него действуют, они, в принципе, не являются лимитирующими в данном случае. То есть, вот если бы мы шли по более классической схеме моста, то есть с пролетами там, до 200-300 метров, то у нас как раз именно ледовые нагрузки на опоры, они были бы основными. То есть мы опору бы проектировали не столько для восприятия нагрузки от моста, сколько для восприятия от льда. То есть данная конструкция, она лучше воспринимает лед. Да, и как вы видите, тут в принципе нет ледорезных частей, потому что у нас были проведены определенные математические, соответственно, физические моделирования изоторообразований, то есть и русловых процессов. И у нас получается так, что при разных уровнях воды, то есть вектор движения льдин, он всегда разный. Поэтому ледорез здесь его не устроить никак.
потому что он может только там в определенном диапазоне, на определенном уровне он может работать. На всех остальных он работать не будет, поэтому мы их и не устраиваем. В Якутии резко континентальный климат, летом наши температуры доходят до плюс 40, а зимой стандартно минус 50. Вот как материалы, которые используются и которые заложены в проект Ленского моста, выдержат наш якутский климат? Все то, что у нас проектируется по российским нормам и из российских материалов, то есть оно все соответствует нашим нормам для данного климатического региона. Резкоконтинентальный климат, он вообще, в принципе, для конструкции хорош в данном случае, потому что здесь малое количество переходов через ноль температуры. То есть, что для бетона является очень, очень сложным и критичным, когда очень часто периоды потепления, замораживания, оттаивания, то есть там материалы деградируют сильнее, нежели чем они осенью замерзли и весной оттаяли. То, что касается вечной мерзлоты, это у нас фундаменты. То есть по фундаментам есть много и научных работ, и нормативной базы. Поэтому тут нам ничего нового изобретать не приходится. Поэтому уже все рекомендации есть, которыми мы пользуемся. То есть при необходимости, опять же, у нас вот Якутский институт мерзлотоведения, он у нас на субподряде работает, выдает нам свои рекомендации. Поэтому тут не видим никаких таких глобальных сложностей, вызванных вечной мерзлотой. У нас есть определенные требования к сталям, из которых будут изготовлены конструкции. И там у нас больше уже мы как раз рассматриваем требования, которые предъявляются для сталей, для атомных ледоколов, которые по Северному морскому пути ходят. Поэтому то есть, вот тут можно так назвать, что это уникальность. Не стандартные строительные стали, это специфические стали, которые должны прослужить 100 лет. Работы по строительству Ленского моста проходят в 2 этапа. Первый этап – это подготовка территории, второй уже непосредственно строительство. Расскажите, пожалуйста, про первый этап проектно-сметной документации. Он недавно прошел госэкспертизу. Что уже сделано на первом этапе? Какие конструкции, какие работы уже проведены? Ну, по первому подготовительному этапу мы весной получили положительное заключение. И, в принципе, летом подрядчик вышел на работы. Они работают на левом берегу в районе Старой Табаки. То есть там идет сформирована часть площадки основной, которая на подъезде к Табаге идет. А переустройство сетей сейчас, вот буквально они на прошлой или 2 недели назад, они переключали электричество по ВЛке, по десятке. Сейчас там идет активная работа по сборке, опять же, линий электропередач, 110-ки, переустройство их. Газопровод на следующее лето у них перенесен. Ну и сейчас они готовятся на правом берегу, выход на переустройство сетей, опять же, на ВЛ-110. Соответственно, там в лесах возле Хаптагая. Второй этап – это непосредственно сам мост, подходы, то есть это весь основной конструктив, по которому уже можно будет видеть контуры будущего сооружения. То есть, поэтому проектная документация у нас подготовлена, то есть она передана концессионеру, концеденту, то есть там и замечания уже по большей степени устранены, которые регион давал к документации. То есть у нас там буквально пару томов откорректированных осталось выдать. В принципе, ждем отмашки на загрузку в экспертизу. Если дадут отмашку, если дадут зеленый свет, то когда начнутся строительные работы и не помешают ли они навигации? В данном случае здесь просто транзитный транспорт по реке, который идет с Верховьев. Такого, чтобы совсем ограничить навигацию, такого у нас, естественно, не будет. То есть у нас пролет 840 метров, у нас здесь все габариты помещаются в него. И мы работаем на удаление от габаритов существующих. Естественно, что ради определенных технологических операций будут на 1-2, до недели закрываться навигация. Но это все будет по согласованию, это будет объявлено, и с речниками это все будет согласовано. Ну и строительные работы, наверное, начнутся где-то в мае, да, в июне, когда потеплеет, когда уже река очистится ото льда. Будем выходить, скорее всего, весной уже. Работа идет. Мы не останавливаемся, то есть делаем для того, чтобы следом за проектом сразу выпускать рабочую документацию в стройку, и чтобы стройка не стояла из-за разницы между проектом и рабочкой. В настоящее время в проектной документации там порядка 2500 человек на строительство моста. Но все будет зависеть от сроков, когда какие поставят регион перед строителями. То есть если будут сроки форсировать, значит и людей будет больше. Стройка начнется практически на всех участках трассы. То есть по мере, куда можно выйти, там и будут выходить и работать. Тут нет такого, что мы начали от одного берега и идем к другому.
Но вообще критический путь — это у нас, естественно, что сооружение центрального пилона и монтаж консоли, вот, соответственно, до стыка вант от бокового и центрального пилона. Вот это у нас критический путь. То есть вот этот вот треугольник, и срок его сооружения — это срок строительства всего моста. Наиболее сложный, ответственный и трудоемкий процесс. Завершение строительства моста планируется в 2024 году. Как вы думаете, это реальные сроки? Это не та река, чтобы построить этот мост за 2 года. Но мы со своей стороны прикладываем все силы для того, чтобы наши принятые решения были возводимы в самые короткие сроки. Ну и мы, соответственно, всегда идем всегда клиентоориентированно. И когда ставят задачи по ускорению, то есть мы рассматриваем и принимаем какие-то решения, которые позволяют ускориться на отдельных этапах. Ленский мост позволит создать мощный транспортно-логистический узел, в котором сойдутся речной, железнодорожный, авиационные маршруты, а также автодороги федерального значения, такие как Вилюй, Лена и Колыма. Какую еще роль Ленский мост будет играть и в жизни республики, и в жизни нашей страны? Ну, начнем сразу. Для республики это как вековая мечта всех якутян, мост через Лену. Это как раз связь 3 федеральных дорог. Ну а в будущем позволит, соответственно, значительно сократить путь к портам Охотского моря, то есть в первую очередь до Магадана. А если учесть, что там есть еще дороги, которые тоже сейчас проектируются, которые выходят на северо-восток еще дальше, то это получается определенный транспортный коридор, который идет вот со стороны Иркутска, Братска, уходящий на северо-восток, и не только к Охотскому морю, но и дальше туда, и Беринговое, и Чукотское море. Вот социальный эффект какой будет? Ну, социальный эффект — это позволит иметь круглогодичную связь для всей республики. То есть это и аэропорты Якутска, и, соответственно, правобережная Якутия. Поэтому, то есть это основной. И это не только социальный эффект, это еще и большой экономический эффект, потому что в настоящий момент больше чем полгода нет грузового движения через реку. То есть пока зимник не встанет, я так понимаю, раньше августа грузового движения нету по реке, по зимникам. Соответственно, и до 15 апреля есть движение, а дальше пока паромы не пойдут. Поэтому полгода без связи, а это, соответственно, стоимость товаров, услуг в самом Якутске в первую очередь. Потому что все дороги, которые связывают Якутск с основной частью, с единой сетью железных и автомобильных дорог, они находятся на правом берегу.